действия, то есть минимальные действия с максимальным привлечением внимания, то есть звоном, то есть это как бы такая движок с молотком, который бьет сейчас вот по бигу. Вот, то есть название робот-звонарь, да, робот-звонарь, соответственно, все просто. То есть в изначальной версии на биле еще изображалось всевидящее око, то есть, которое вот как бы издавало в этот момент звук. То есть робот как бы работал немножко не по специальности, или как немножко в сторону. Вот. Но сейчас это вот такая маленькая работа, маленькое средство. Кирилл, я сказал все про робота. Ну а как этот робот, он ставится в свою художественную практику, вообще-то деятельность, как художник-регулятор, может быть? Ты можешь чуть-чуть шире сказать про то, чем ты занимаешься? Так-то я фотограф и работаю с новыми технологиями в искусстве, рассказываю об этом, делаю образовательные программы, с которыми катался вот по себе очень активно последний год. И о чем мы рассказывали? Мы рассказывали о таких технологиях, как там 3D-сканирование, 3D-печать, параметрическое моделирование, архитектура и вот, в общем, работа с микроконтроллерами. И делали практики, то есть предлагали участникам освоить это и там, вот, сделать что-то свое. То есть буквально там за неделю обучали всему, что я перечислил. Ну, то есть на выходе участники делали по какой-нибудь интерактивной инсталляции, минимальной, которая, допустим, какое-то звуковое событие, происходили какие-то или движения, или что-то еще. Вот последний воркшоп мы сделали в Академгородке Новосибирском, где нам предоставили доступ к научным институтам, где мы, соответственно, то, на что гораздо, кто до чего добрался, то и сделал. Вот это, соответственно, практика, которой я занимаюсь в Сибири. Вот.